Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл телепередач, посвященных наиболее актуальным вопросам предпринимательства, экономики. И сегодня хотели бы обсудить с вами проблему усиления бизнес-ассоциаций. Что такое ассоциации, зачем они нужны и как они могут помочь в развитии государства и общества. Пользуясь случаем, еще раз благодарим Национальное информагентство Хабар за предоставленную площадку. Надеюсь, мы дальше будем обсуждать наиболее актуальные вопросы бизнеса. Сегодня у нас в гостях заместитель министра экономики Кыргызской республики Ильдар Курманбекович Абакиров и вице-президент торгово-промышленной палаты Кыргызской республики Нурлан Жолдушбекович Мусуралиев. И сразу же перейдем к вопросам. Наверное, как вы знаете, Нурлан Жолдушбекович, в прошлом месяце, если не ошибаюсь, уже была создана рабочая группа по усилению бизнес-ассоциаций. И наверняка у всех такой возникает вопрос, а зачем, нужно ли усилять ассоциации, зачем они нужны, есть ли от них какая-то польза. Вот на ваш взгляд, в чем проблема ассоциации, бизнес-ассоциации сейчас на сегодняшний день? Да, Саркут Дубекович, вы правильно заметили, что сегодня и правительство, и бизнес-сообщество Кыргызской республики озабочены проблемой объединения предпринимателей в организованные структуры, такие как союзы, ассоциации, палаты. И есть ряд проблем, которые мешают эффективно объединяться. Я хотел бы кратко на них остановиться. Первое – это фактическая разобщенность бизнес-сообщества. То есть на каждой стадии ведения своего бизнеса предприниматель, можно сказать, варится в своем котле, начиная от вопросов регистрации, дальнейшего ведения и закрытия бизнеса. А второе, немаловажный фактор, который мешает развитию, это все-таки, наверное, ментальность. Очень трудно предприниматели объединяются. Мы это видим на примере кооперативов, да, уже на протяжении 20 лет. К сожалению, нет развития кооперативного движения в Кыргызстане. Это, наверное, все-таки связано с отсутствием субкультуры, да, объединяться. Третье, то, что мешает бизнесу объединяться, это высокий уровень, так скажем, низовой коррупции и определенный уровень теневой экономики. Да? То есть предприниматели зачастую выбирают для себя другие пути решения своих проблем, как раз таки связан с этими факторами. Ну и четвертое, есть еще один фактор, такой как мы его условно называем эффект безбилетника, когда, например, члены какой-либо ассоциации продвигают какие-то меры по улучшению ведения бизнеса, вкладывают в это какие-то денежные средства, например, через оплату членских взносов ассоциации, прилагают какие-то усилия, и в то же время после улучшения этой среды, после введения этих мер, значит, улучшение получают все предприниматели, независимо от того, являются они членами или нет. Поэтому вот я здесь кратко перечислил вам, а вообще, я думаю, в дальнейшем мы еще этого коснемся, в развитых странах именно ассоциация, да, является первым инструментом во взаимоотношениях с государством. Вот продолжая вашу мысль, конечно, хочется, чтобы у нас, как и у развитых стран, ассоциации двигали прогресс, как-то помогали и государству, и обществу. А на ваш взгляд, Ильдар Курманбекович, вы все-таки знаете ситуацию и изнутри, вы работали внутри ассоциации, в бизнесе, сейчас на государственной службе. Вот как вы думаете, каким задачам, например, Министерство экономики может привлечь бизнес-ассоциации для развития страны? Ну, во-первых, нужно сказать, что у нас мнение Министерства экономики, мнение правительства однозначное. Мы должны усиливать бизнес-ассоциации. То есть мы видим в этом очень много пользы. Потому что, работая в государстве, ты понимаешь, что часто проблемы бизнеса до государства, они иногда и не доходят, иногда там наполовину доходят и так далее. Вот, в данном случае бизнес-ассоциация – это очень нужный посредник, то есть это такой мост между предпринимателями и государством, который в себе, так говоря, независимо
объединяет проблемы предпринимателей и преподносит их государству. Вот. Потому что у нас очень А вы часто... сказали посредник, вот насколько мы понимаем, в стране более 100 ассоциаций. Как определить этого посредника? Вот, Да, с кем вопрос разговаривать? качества посредника очень важен. То есть, насколько мы сейчас видим, многие ассоциации, они устойчивых ассоциаций у нас мало, так скажем. То есть у кого есть уверенное количество членов, которые уверенно там, делают взносы, и у ассоциации есть возможность привлечь сильные кадры, сильных юристов, экономистов, которые могут уверенно, так, сознаниями отстаивать интересы бизнеса. Мгм. В данном случае мы считаем, это у нас нехватка, потому что тот же самый инструмент АРВ, это анализ регулятивного воздействия, то есть когда мы принимаем какое-то постановление или закон, какие-то изменения вносим, часто мы от бизнес-ассоциации не получаем нужного качества АРВ, то есть как данный закон отразится на жизни бизнеса. Мгм. И нам часто приходится своими силами делать, но у нас тоже как бы очень много текущей работы, то есть сотрудники очень загружены, они просто не успевают физически делать качественную АРВ. И в данном случае помощь бизнес-ассоциации она очень важна. Потому что иногда мы принимаем закон, действительно какую-то отрасль защищаем, помогаем, а оказывается на деле мы пренебрегли интересами другой отрасли. То есть таких случаев у нас достаточно много. В данном случае бизнес-ассоциации они бы дали бы, так скажем, сбалансированное мнение бизнеса с учетом многих отраслей. И так как бизнес, он знает лицом к лицу всех своих предпринимателей, ему это легче. А когда государство напрямую общается с предпринимателями, возникают риски коррупции, риски лоббирования определенных компаний или отраслей. Поэтому бизнес-ассоциации однозначно надо усиливать. В различных странах бизнес-ассоциациям дают очень широкие полномочия. Например, в Японии деньги государства распределяют через бизнес-ассоциации. То есть на местах они лучше знают, кому больше всего нужны деньги и кто лучше их может, как говорим, использовать. Поэтому государство доверяет ассоциации распределить там какие-то определенные льготные деньги государства. Или, скажем, в Южной Корее ассоциация по внешней торговле, она автоматизировала внешнеторговую деятельность, то есть государство дало заказ. То есть они, участники внешней торговли, они лучше всего знают реально, как оптимизировать свой бизнес. А государству нужна автоматизированная внешняя торговля. То есть они сотрудничество в этой области нашли. То есть таких примеров можно очень много проводить, но на нашим ассоциациям нам нужно вот дорасти до такого уровня. Вот когда мы слышим такую позицию государства, что ассоциации развивать нужно, есть такая четкая позиция правительства по этому вопросу, но сразу же здесь опять возникает вопрос, как это делать. Вот мы долго, помню, обсуждали с нашими коллегами из других ассоциаций, как можно усиливать ассоциации. И мы, конечно, понимали вот эту проблему, о которой вы говорите, что зачастую госорганы готовы работать, ждут предложения от ассоциации, а ассоциации не могут в срок предоставить или соответствующего качества предложений предоставить. Вот в этом отношении, Нурлан Джалжбекович, как вы думаете, как ассоциации могут стать таким хорошим экспертным потенциалом для госорганов? Да? И в чем проблема? Почему мы не можем вовремя дать предложения и качественные предложения дать? Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел еще дать некоторые цифры. Вы правильно сказали, что сегодня более 100 ассоциаций бизнеса, ассоциаций союзов, других объединений предпринимателей. И по оценкам некоторых экспертов есть такая цифра, что все ассоциации покрывают не более 17% всех хозяйственных субъектов. То есть это очень малое количество. Это именно те предприниматели, которые стремятся добросовестно вести свой бизнес и решать свои проблемы цивилизованным путем, без использования каких-то коррупционных механизмов. Да, сегодня есть ряд ассоциаций, которые на определенном уровне проводят продвижение интересов предпринимателей. Но в то же время сказать, что все ассоциации у нас на уровне, очень трудно. В целом ассоциации остаются маловлиятельными. И как раз здесь очень было правильно подчеркнуто, что в первую очередь, конечно, не хватает экспертно-правового, юридического потенциала. То есть нет сегодня достаточных финансовых средств в ассоциации для того, чтобы привлечь к работе соответствующего уровня экспертов.
Я хочу сказать, что ассоциация не может жить любая в отрыве от бизнеса в целом. И по сути сегодня состояние ассоциации — это состояние нашего бизнеса. Да? Вот, поэтому однозначно мощные ассоциации нужны. Изучая международный опыт, мы как раз увидели, что ассоциация является провайдером не только продвижения интересов бизнес-сообщества, но в то же время, представляя широкое представительство, они являются также в некотором случае проводниками интересов государства, да, среди бизнес-сообщества. Это как раз-таки, как вот здесь было сказано, это как раз уровень государственно-частного диалога или государственно-частного партнерства. Да. Поэтому для того, чтобы создать мощные ассоциации, надо, конечно, попробовать объединить предпринимателей в эти объединения. Если не получается добровольно, есть, конечно, много методов, есть в мире много разных моделей. Это и обязательное членство в некоторых странах. Это, конечно же, вот Ильдар Курманбекович здесь упомянул опыт Японии. Там нет обязательного членства, но там есть ряд экономических стимулов, которые, в принципе, привлекают в ряды. Если, например, в одной из отраслей ассоциация охватывает более 50 хозяйственных субъектов, то, в принципе, в некоторых странах правительство наделяет их особыми полномочиями, делегирует какие-то функции. Это в тех странах, где ассоциации добровольно. Да. Есть некоторые элементы саморегулирования. Здесь также было правильно подмечено, что лучше ассоциации, наверное, никто не знает, да, проблемы предпринимателей в отрасли, как их преодолеть, каким образом все это продвинуть. Сегодня я хочу сказать состояние наших ассоциаций. Мы способны получать, так скажем, фидбэк от предпринимателей, но не всегда способны их трансформировать в удобоваримые для правительства какие-то решения. Да? Опять же, учитывая то, что государственный аппарат, ему свойственна некоторая бюрократия, это в любой стране так. Поэтому здесь, конечно, бизнес сам должен быть более живым, более здесь оперативным. Да, очень хороший момент обозначили в части предложения, внесения предложений, да. И знаете, мы как-то, когда с коллегами разговаривали, понятно, что члены от нас, предприниматели, ждут эффективной защиты своих прав, госорганы ждут таких обобщенных, выраженных, качественных предложений. И вот здесь такой вопрос. Один из предлагаемых новшеств, одно из предлагаемых новшеств было в том, что сделать обязательное согласование проектов нормативных актов, направленных на регулирование предпринимательской деятельности с ассоциациями. Вот как вы думаете, Ильдар Курманбекович, если будет такой некий лист согласования с определенным кругом бизнес-ассоциаций, помогло бы это как-то повысить качество принимаемых решений? Может быть, вам бы это как-то помогло, да, в деятельности? Я думаю, это нужно. Даже сейчас у себя в министерстве, когда мы различные рабочие группы создаем по разработке изменения различных нормативно-правовых актов, наша цель, желательно как минимум 30-50%, чтобы были в составе рабочей группы представители бизнеса, то есть это бизнес-ассоциации, то есть в данном случае. Вот. Потому что да, государство на теории, на цифрах рассуждает, что вот так, что вот это улучшит жизнь, улучшит предпринимательство, а на деле может оказаться не так. Поэтому мнение бизнес-ассоциации, оно очень важно. И вот это предложение мы тоже, я думаю, поддержим, что отраслевая бизнес-ассоциация по какому-то изменению в законе и так далее, то есть ее виза, я думаю, она только поможет усилить сам закон, то есть само изменение в какой-то НПА. У нас 3 февраля 2017 года вышло распоряжение премьер-министра об усилении и консолидации бизнес-ассоциаций. И мы в этом направлении движемся. Министерство экономики уже провело 2 совещания. Я думаю, совместно с бизнес-ассоциациями мы должны усилить наши ассоциации, потому что здесь элементарно, объединяясь, мы становимся сильнее. То есть, учитывая мнение многих. Вот мы действительно тоже были рады услышать, что правительство этим плотно занялось, сформировало целую рабочую группу, туда и нас включили, и остальных коллег. Но здесь у нас несколько раз возникал такой вопрос.
Вот мы говорим о саморегулируемых организациях, о предоставлении преференций членам ассоциации, возможно, даже об обязательном членстве ассоциации. Но всегда возникает вопрос о том, готовы ли ассоциации к этому. Вот, допустим, к саморегулированию. Если сегодня отдать функции той же звездности отелей ассоциациям, смогут ли они это эффективно администрировать? Нурлан Джузбекович, вот как вы думаете, каково сейчас состояние ассоциаций? Есть ли ассоциации, которые могут на себя такие серьезные функции взять и их объективно и эффективно администрировать? Хочу заметить, что сегодня есть ряд, скажем, влиятельных ассоциаций определенного уровня влияния, но, к сожалению, все практически мультисекторальные. Есть несколько отраслевых ассоциаций, которые, в принципе, да, можно сказать, являются серьезными игроками, но в целом отраслевых ассоциаций влиятельных очень мало. Что такое саморегулирование? Во-первых, это выстраивание, собственно, правил игры в отдельно взятой, да, какой-то отрасли, где идет процесс развития, зачастую самоочищения, устраиваются какие стандарты, и бизнес следует этим стандартам. К сожалению, сегодня, на мой взгляд, ассоциации не готовы принимать на себя эту роль. Почему? Потому что такое ассоциация сегодня в Кыргызстане, да? Более того, отраслевая? Практически это 2-3 человека работающих. Президент ассоциации, бухгалтер, ну и какой-то, наверное, координатор, либо ассистент президента. То есть нет потенциала для выстраивания, во-первых, государственно-частного диалога, во-вторых, для сбора информации и аналитики, для производства, скажем, каких-то прогнозов, да, отрасли. Поэтому я считаю, что сегодня, наверное, еще не пришло время. Вот для чего мы и озаботились этим вопросом, как же все-таки усилить ассоциации, их влияние и увеличить их членство. В первую очередь, конечно, надо, чтобы ассоциации представляли более широкий общественный интерес. То есть мы должны не забывать, что предприниматели — это тоже часть общества. Они тоже отражают какие-то интересы, да? Поэтому вот здесь я хотел бы еще добавить, здесь было сказано, что сейчас очень плотно мы работаем с Министерством экономики, но иногда есть недостаточный контакт, и в том числе по, скажем, вине ассоциации, собственно, потому что не всегда мы можем реагировать, да, на те запросы, которые дает государство, не всегда у нас есть потенциал. Но в то же время есть и другие перегибы, так скажем, да, когда, например, одна маломощная ассоциация может в том же анализе регулятивного воздействия поставить свое согласие, как бы отвечает за всю отрасль, в то же время, например, в этой ассоциации не более 10 членов. Да? Вот здесь как раз в рабочей группе мы озаботились этим вопросом, да, как все-таки сделать так, чтобы более широкое представительство получали ассоциации. Вот, кстати, в этом вопросе, продолжая тему потенциала ассоциации, да, мы все время видим, что здесь мы что-то не успеваем, где-то еще не успеваем. И как-то у нас, помните, возник такой вопрос, и партнеры по развитию говорили, что если мы создадим какую-то крупную единую ассоциацию бизнеса, как наши коллеги там, в Казахстане, Национальная палата предпринимателей, или в России бизнес-омбудсмен. Для государства, казалось бы, это, наверное, легче было бы работать с одним органом, да, с одной ассоциацией. Для других ассоциаций, может быть, это, наоборот, труднее стало бы пробиваться в госорганы, да, потому что есть единый орган. И было очень много дебатов, мы с коллегами спорили, думали и больше склонялись к тому, что такого единого органа, в котором членство обязательно, не должно быть. Все-таки какая-то конкуренция должна быть. Вот в этом отношении, Ильдар Кумбекович, как вы думаете, стоит ли делать единый орган или все-таки нужна конкуренция между ассоциациями? Соблазн, конечно, большой сделать единый орган, но здесь есть большой риск, что он, по сути, превратится со временем не в ассоциацию, а контролируемую государством, по сути, еще в какой-то отдельный госорган, потому что уже будет известно, кто там председатель, директор и так далее. И уже государство будет добиваться, чтобы там были нужные люди, которые там, помогали продвигать политику государства. То есть мы потеряем плюрализм мнений, разносторонний взгляд и можем
по сути, эффект в результате может оказаться нулевой. Поэтому я считаю, ну, Это касается и бизнес-омбудсмена, да, уполномоченного? Ну, бизнес-омбудсмен это чуть другое, а бизнес-ассоциации это все-таки, когда их несколько, когда есть разные мнения, как говорится, споры здесь в данном случае в диалоге, в дискуссиях родится как бы тот вариант, взвешенный, сбалансированный вариант. А идею создания бизнес-омбудсмена вы поддерживаете? Бизнес-омбудсмена, ну этот вопрос у нас прорабатывался, но вот этот вопрос усиления бизнес-ассоциации, бизнес-омбудсмена, они где-то перекликаются. То есть, в принципе, они, по сути, оба защищают интересы бизнеса. То есть, если бизнес-ассоциации достаточно сильные, то бизнес-омбудсмен может и не нужен. Но если они слабые, тогда может бизнес-омбудсмен нужен. То есть, грубо говоря, финансируемое государством лицо, которое, обязанность которого защищать интересы бизнеса. Вот торгово-промышленная палата, как-то мы с вами разговаривали, и прозвучало такое мнение, что да, для ТПП, возможно, было бы привлекательно стать таким вот неким монстром, большой ассоциацией, в которую все войдут и будут продвигаться интересы бизнеса, возможно, бы экспертный потенциал повысился. И мы это немножко так тревожно воспринимали, но потом удивились, узнав, что позиция ТПП по этому вопросу отрицательная, да, что все-таки ТПП само не поддерживает такое единоначалие. И поэтому интересно услышать, вы какими соображениями руководствовались? Да, вы совершенно правы. Членство в ТПП на сегодняшний день добровольное. Мы считаем, это основополагающий фактор, который должен развивать и саму палату, и предпринимательство в целом. Есть примеры, когда есть обязательное членство, но это в развитых странах, где есть традиции развития демократии более 200 лет, либо турецкий опыт, когда очень структурировано общество. В нашем случае мы тоже изучали этот вопрос. Были разнополярные мнения, но все-таки мы пришли, что сейчас не стоит этого делать. Перед нами есть пример НПП Казахстана, где, по сути, как говорил Ильдар Курманбекович, она превратилась в государственный орган, где действительно членские взносы обязательно уже воспринимаются как дополнительное налогообложение. Но и, к сожалению, пока эффективности предоставляемых услуг предпринимателям не на должном уровне. Поэтому мы считаем, что, наверное, на этом этапе развития нашего общества это излишне сейчас. Все-таки конкуренция у нас свободный рынок во всех отношениях, и политический плюрализм, и рыночная экономика. Поэтому все-таки думаем правильно идти по пути добровольного членства. И в то же время есть риск потерять, собственно, свою независимость, да? Когда действительно есть большой, наверное, соблазн, и власть придержащих будет все-таки оседлать, да, этого коня для того, чтобы им управлять. Ну хорошо, если вы… Хотел добавить, смотрите, вот каждая ассоциация в Кыргызстане, да, может в сумме не охватывать 17% бизнеса, но каждая ассоциация, она уникальна чем-то. То есть, не знаю, вот ваш Международный деловой совет, он уникален тем, что он в недропользовании, в горнорудном деле или в защите интересов крупных компаний, то есть самая сильная ассоциация. Например, торгово-промышленная палата, она номер один по выставкам, по организации таких полугосударственных международных мероприятий. Там, не знаю, ДИА, она популярна там, своей распространенностью в регионах, там, не знаю, своими поездками по миру. Вот, ассоциация там поставщиков, она сильна в том, что она хорошо защищает интересы по налогообложению и так далее, и так далее. То есть этот список можно продолжать. А в результате, в целом, бизнес-ассоциации по каждой отрасли, они имеют более-менее сильную позицию. Конечно, наша задача усиления бизнес-ассоциаций, чтобы у каждой из ассоциаций были сильные специалисты, юристы, экономисты, чтобы они могли фундаментально, обоснованно давать предложения и на равных спорить с государством, каждая из них. Вот это важно. И мы будем поддерживать, например, сейчас у нас политика номер один, это по поддержке экспорта в Кыргызстане. То есть сейчас мы будем давать посыл нашему бизнесу, бизнес-ассоциациям, что государство будет поддерживать экспортеров, потому что наша страна, она 5-6 миллионов рынок, и наш шанс вырваться в передовые экономики это только через экспорт. То мы будем усиленно поддерживать экспортеров и, возможно, через бизнес-ассоциации будем давать там, не знаю, самые льготные деньги для экспортеров и так далее. То есть мы попытаемся методом пряника
убедить предпринимателей, что быть членом бизнес-ассоциации это выгодно всем в результате. Здорово. Вот нам тоже отрадно слышать, что государство собирается поддерживать каждую ассоциацию, да, чтобы всем помочь и всех как-то поднять на определенный уровень. И знаете, еще бы хотелось такой вопрос затронуть. 2017 год был объявлен годом ценностей, да, духовности, нравственности. И в этом отношении это и к ассоциациям очень, наверное, применимо, потому что мы всегда говорим, что все-таки основная движущая сила предпринимателя, такой мотив предпринимателя для вступления в ассоциацию, должна быть его ответственность перед обществом, да, вклад в общественную деятельность. Даже возникало такое понятие добросовестный предприниматель – это член ассоциации. Вот в этом отношении, как вы думаете, применимо ли это понятие? Действительно ли мы можем считать вкладом в общественную деятельность членство в ассоциации? Или Нурлан Жуликович? Да, если можно, да, я отвечу. Да, по сути, вы правильно сказали, что мы бы хотели, чтобы в обществе укрепился такой постулат, что член ассоциации добросовестный предприниматель. Понимаем, что в данных условиях, наверное, очень трудно выдержать, потому что условия все-таки диктуют то, что не все предприниматели могут сейчас работать, так скажем, в белую, да. Но тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, что те предприниматели, которые становятся членами ассоциации, они по своим намерениям хотят решать свои проблемы цивилизованным путем, без использования каких-то темных инструментов. Да. Поэтому, делая вклад в развитие ассоциации, каждый член, конечно, делает вклад в развитие общества. Да. И чем больше будет таких предпринимателей, которые объединяются, которые сообща решают вопросы продвижения своего бизнеса, то я думаю, наверное, все-таки общество от этого получит только пользу. Еще одну вещь хочу подчеркнуть. Именно в ассоциациях рождаются инициативы по социальным проектам. То есть все мы знаем, да, есть определенные моменты, когда общество, ну, например, по поддержке малоимущих. То есть именно ассоциации являются теми, да, генерирующими, так скажем, органами, которые могут поднять это. Вот, например, торгово-промышленная палата из года в год поддерживает тоже. Есть такой проект по поддержке малоимущих. Все мы знаем, что недавно была катастрофа с самолетом. Там тоже ассоциации очень активно приняли это участие. В этом участии собрали определенные средства на поддержку пострадавших в этой катастрофе. И по многим вопросам также. Я вот хотел бы еще тоже добавить, Ильдар Курманбекович, вот к вашим словам, да, если вы не против. К сожалению, сегодня наши все ассоциации, так скажем, заточены только под проведение государственно-частного диалога. Ну а другой основной задачей ассоциации как раз-таки является помощь в развитии бизнеса бизнесменам. То есть вот мы как раз вместе с Ильдар Курманбековичем были на стажировке в Японии по теме развития ассоциаций. Я скажу, что перед японскими предпринимателями, перед ассоциациями уже вопрос государственно-частного диалога не стоит как таковой. Там уже установившиеся правила. Перешли да. к таким, да, к практической поддержке. Как здесь было сказано, поддержки именно вот в получении льгот от государства. Либо есть вопрос консолидированного закупа сырья, консолидированной логистики, консолидированного сбыта. То есть есть уже в Японии такое понимание, как ассоциация кооператив. То есть это вот следующий шаг становления. Именно ассоциации работают не как у нас на преодоление каких-то моментов, да, а уже работают на развитие. То есть на развитие бизнеса. И именно это свойственно именно отраслевым ассоциациям, которые узко знают свой сектор, узко представляют, как его развивать, как преодолевать и так далее. Ну, здесь тоже хочу добавить, например, как Министерство экономики, когда мы будем вести какую-то экономическую политику и так далее. Вам бы пригодилось. Да, мы не можем позвать 1000 человек, 500 человек, предпринимателей у нас несколько тысяч же, и с ними говорить. Ну, мы можем говорить с 10 или с 50 лицами. То есть, грубо говоря, 50 ассоциаций, это для нас нормально, можно каждого выслушать мнение, но каждая из этих ассоциаций должна в себе содержать мнение остальных сотен или тысяч. То есть это консолидация. И надо понимать, что мы небольшая страна, и мы должны работать скооперированно. То есть эффект когда будет быстрый? Когда мы будем все двигаться вот уверенно в одном направлении. То есть для этого роль бизнес-ассоциации, она, я думаю,
одна из самых важных ролей она сыграет, это бизнес. Абсолютно. Ну и на этой положительной ноте тогда будем надеяться, что мы будем двигаться с Министерством экономики, с правительством, с государством в одном направлении. И будем надеяться, что ассоциации достигнут такого уровня, чтобы государство вообще было легко во всем, и не только в экономической политике, и в других отношениях. Да? Эльдар Хурмбекович, Нурлан Джузбекович, спасибо еще раз, что нашли время, Спасибо. приняли участие. Спасибо. Мы поделимся потом результатами деятельности рабочей группы, и я думаю, общество увидит, насколько будет эффект от усиления ассоциации. Благодарим, что сегодня были с нами, и мы продолжим цикл передач на следующей неделе.